В этом году абитуриентам вузов при поступлении не понадобится предъявлять справки о состоянии здоровья. Такое предложение выдвинула министр здравоохранения Вероника Скворцова. Что думают о новой инициативе Минздрава в Якутии, узнала Туяра Филиппова. Григорий Васильев, юрист по специальности, пришел в приемную комиссию узнать, какие документы требуются для поступления в автодорожный факультет. Он хочет получить дополнительную специальность, так как работа его связана с дорожным хозяйством. Именно таких абитуриентов больше всего радует предстоящая отмена медсправок при поступлении. Я экономлю только время, деньги тоже. В Минздраве Якутии инициативу головного ведомства тоже поддерживают. В сентябре, как полагается, мы проводим комплексный медицинский осмотр всех студентов первого курса. Поэтому отмена обязательного медицинского осмотра абитуриентов, скажем так, что она лишнее колено. Ну а в самих вузах пока никаких официальных документов не получено, справки по-прежнему требуют, но объясняют, что документы после подачи заявления можно донести. Да, конечно, могут они по времени. Сейчас у нас прием документов по очной форме до 26 июля. Затем у нас еще магистратура грядет, которая завершается 10 августа прием документов. Так что еще долго мы будем принимать документы и, соответственно, справки тоже. Отказ от медсправок для абитуриентов позволит сэкономить более 4 миллиардов рублей в масштабах страны. Эти средства хотят направить на усиление сосудистых программ. В Якутии, к примеру, цереброваскулярные заболевания ежегодно регистрируются у 3000 человек. А причиной повторного инсульта и инфаркта является именно нерегулярный прием или отказ от лекарственной терапии в течение первого года после заболевания. Для них это постоянный прием препаратов. Не курсовые приемы, а постоянный прием. И если все это накапливается, то существенная сумма вырастает. Поэтому мы должны, если направим туда финансы, то, конечно, существенная помощь будет. Усиление профилактических мер уже привело в Якутии к существенному сокращению больных инфарктом и инсультом. Теперь помощь во втором звене профилактики может в разы снизить и эти показатели, уверены врачи. Туяра Филиппова, Батый Горохов, НВК Саха, Якутск.